Хадисы о месяце Рамадан. Первое. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Моей общине даны 5 особенных вещей, которые не были даны прежним общинам. Запах изо рта постящегося нравится Аллаху Тааля больше, чем запах муска. Рыбы в воде просят за них прощения до ифтара. Каждый день джаннат украшается для них, и Аллаху Тааля говорит: «Скоро мои праведные рабы, сбросив с себя тяготы этого мира, придут к тебе». В Рамадан все непокорные шайтаны заковываются в цепи, так что они не могут творить свое зло, как в другое время. И в последнюю ночь прощается тем, кто держал пост. Сахабы спросили: «Это Лейлятуль Кадр?» Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Нет, но с рабочим расплачиваются по окончании работы». Второе. Каб бин Уджра, радиаллаху анху, рассказывает, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Подойдите к минбару». Мы подошли. И когда он встал на первую ступень, то сказал «Аминь». Когда поднялся на вторую ступень, то сказал «Аминь». Когда поднялся на третью, то сказал «Аминь». Когда он, закончив проповедь, спустился вниз, мы сказали ему, что услышали от него сегодня такое, что никогда раньше не слышали. Он ответил: «Ко мне пришел Джибриль, алейхиссалям». И когда я поднялся на первую ступень, он сказал: «Горе тому, кто встретил Рамадан и не получил прощения». Тогда я сказал «Аминь». Затем, когда я поднялся на вторую ступень, он сказал: «Горе тому, кто, услышав твое благословенное имя, не сказал салават». Я опять сказал «Аминь». Когда я поднялся на третью ступень, то он произнес: «Горе тому, чьи родители, оба или один, доживут до старости, и благодаря им он не зайдет в джаннат». Я сказал «Аминь». Третье. Убайда, радиаллаху анху, рассказывает, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, накануне Рамадана сказал: «Подошел месяц Рамадан, который является очень благословенным. В этом месяце внимание Аллаха Тааля обращено на вас. Он ниспосылает особую милость, прощает грехи, принимает дуа. Аллах Тааля смотрит на ваше рвение в хороших делах и гордится перед ангелами. Так покажите Аллаху Тааля свои хорошие поступки. Поистине несчастен тот, кто даже в этом месяце лишился милости Аллаха Тааля». Четвертое. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в месяц Рамадан каждый день и каждую ночь у Аллаха Тааля освобождаются обреченные на джаханнам. У каждого мусульманина каждый день и каждую ночь обязательно принимается одно дуа. Пятое. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «У троих дуа не отвергается: у держащего пост во время ифтара, у справедливого правителя и у притесняемого». Дуа последнего Аллах поднимает выше облаков и открывает небесные двери для него, и говорится ему: «Тебе обязательно будет помощь, даже если через некоторое время». Шестое. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Аллах и его ангелы ниспосылают милость совершающим сухур. Седьмое. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Среди держащих пост много таких, кому из их поста не остается ничего, кроме голода, и много таких,
кто выстаивает ночи в поклонении, от которого не остается ничего, кроме ощущения, что не спали. 8. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что пост – это щит для человека, пока тот не сломает его. 9. В одном хадисе приводится, что кто-то спросил у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что портит пост. Пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: ложь и сплетни. В этих и во многих других хадисах рекомендуется избегать такого поведения, чтобы сохранить в чистоте свое сердце и выдержать пост достойнейшим образом. По мнению некоторых ученых, ложь и сплетни нарушают пост, подобно принятию еды и питья раньше положенного времени. Хотя, по мнению большинства ученых, пост не нарушается, но его баракат, благословенность, уходит.